жутко бесит. Журналиста судят за свою работу. Представляете? Оголтелая односторонняя пропаганда. Показатель развития общества. Вы чувствуете себя в безопасности? Фоточек с милыми животными станет еще больше. Равняйсь смирно! Привет! Вы смотрите 9-й выпуск ТОП-7. С вами снова я, Павел Андреев. Признаться, я немного соскучился. А вы? Или на следующий выпуск нам снова позвать Нину? Что думаете? Ну а пока вы пишете свои ответы в комментариях, мы начинаем. 16 июня начался суд по делу журналистки Светланы Прокопьевой. Она из Пскова. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Краткая хронология событий. 2 года назад в эфире «Эхо Москвы» в Пскове и на сайте «Псковская лента новостей» Светлана высказалась о теракте в Архангельском управлении ФСБ. 1,5 года назад ей предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде за пределы области. Следствие продлевали трижды и 4 раза меняли следователей. Максимальный срок, который грозит Светлане, 7 лет. Вот что говорит сама Светлана о деле. По идее, чтобы весь этот бред прекратить, достаточно одного судьи, который примет решение согласно здравому смыслу и духу закона. Достаточно одного прокурора, который откажется от абсурдного обвинения. И даже одного следака, который закроет дело за отсутствием состава. Но это все фантастика, сынок. Почему важно следить за этим делом? Статью об этом самой Светланы Прокопьевой мы добавим прямо сюда, в всплывающее сообщение. А нам и правда остается только следить и надеяться, что суд не оправдает худших ожиданий, а снимет со Светланы обвинения в оправдании терроризма. Те, кто поняли, что я хотел сейчас сказать, ставьте лайк. Ну что, поверили? Нет, пока никто не предлагал нам разместить свою рекламу в нашем шоу. Даже про поправки никто не предлагает. Представляете? Цель любой рекламы сделать так, чтобы вы потратили свои деньги, а мы как раз знаем, кому они могут пригодиться. Например, независимой журналистике. Если никто не хочет размещать рекламу, будем размещать свою. 7 на 7 исполнилось 10 лет, и мы продолжаем нашу краудфандинговую кампанию. Поддержите нас, и мы сможем и дальше рассказывать о вас. Сегодня я посоветую прекрасный материал на тему, которая меня лично жутко бесит. Статья «Заборы в голове» расскажет, как инфраструктуру и внешний вид наших городов портят ужасные и абсолютно ненужные ограждения. Видимо, желание обнести себя наглухо забором у нас в крови еще со времен железного занавеса. Да и вечно сравнивать себя с другими странами тоже давно стало частью нашего менталитета. Но вы только посмотрите, как прекрасно выглядит центр города или спальный район без заборов в Америке, Норвегии, Голландии и других странах. Вот тут, видимо, не можем повторить. Еще раз. Любые заборы только портят вид и создают лишь иллюзию безопасности. Лучшая защита – это открытость и доверительные отношения с соседями, которые невозможны, если строить между собой такие преграды. А какого размера забор возле вашего дома? Вы чувствуете себя в безопасности? Друзья, исторический момент. Впервые в нашем видеопроекте мы анонсируем плохое видео. Скучное, нудное, но что поделать, других дебатов у меня для вас нет. На днях Алексей Навальный и Максим Кац зарубились на тему голосования по поправкам. Они оба, кстати, являются представителями оппозиции. Власть давно и уверенно игнорирует любые дебаты. И это большая беда, что у нас в стране нет качественного обсуждения важных тем, а только бесконечные срачи в Фейсбуке или оголтелая односторонняя пропаганда. Культура дебатов – важнейший показатель развития общества. И нам необходимо учиться дискутировать самим и требовать от политиков вести открытый, а главное конструктивный и вежливый диалог. Что делать с поправками 1 июля, решайте сами. Вы уже точно большие. Серьезно. Статистика говорит, что предыдущий выпуск посмотрели только люди в возрасте от 25 до 34 лет. Если вас YouTube почему-то не посчитал, дайте знать в комментариях под видео. Равняйсь смирно! Нет, не подумайте, мы не готовимся ни к какому параду, есть дела и поважнее. Например, представить вам блогера этой недели Алексея Табалова и его правозащитный проект «Школа призывника». Весенний призыв сдвинули, и сейчас он в самом разгаре. Свежий пост Алексея пригодится всем, кто уже получил или еще ждет свое заметное письмо с повесткой. На самом деле проект Алексея оказывает бесплатную юридическую помощь не только призывникам, но и действующим военным. Это актуально для вас и ваших близких.
Тогда перейдите в группу или почитайте блог. Все материалы, о которых мы говорим в выпуске, находятся, хотя вы и так прекрасно знаете, где искать все ссылки. Правда же? Начни иначе. В смысле начни иначе? Как начать иначе? Сценарий, что ли, не дописали? Нет, это просто сразу название проекта написано. Начни иначе. Креативная подвязка получилась, да? Impact Hub Moscow анонсировал программу для инклюзивных проектов под названием «Начни иначе». Обучение будет происходить в онлайне в течение 3 месяцев, а победители получат много полезных призов. Важный момент. Участвовать в конкурсе могут только социальные предприниматели и НКО, которые работают не менее полугода. То есть у вас уже должен быть действующий бизнес, который помогает людям с инвалидностью. Если все перечисленное вам подходит, торопитесь подать заявку. Крайний срок 21 июня. Я, как и многие из вас, вижу кучу милых фотографий и видео с животными в социальных сетях каждый день. Иногда от них просто невозможно оторваться. А теперь давайте поговорим серьезно. Недавно у нас вышел материал про питомник в Кузбассе. В нем живут почти 200 собак и кошек, о которых заботятся активисты и волонтеры. Последние несколько лет мы видим фантастическую работу частных приютов по всей стране. Зоозащитники доказали, общество может защищать животных лучше и эффективнее, чем государство. Причем до недавних пор правительство давало деньги только, чтобы бездомных животных ловили и усыпляли. Естественно, содержать приют – недешевое удовольствие, и зоозащитникам пригодится любая ваша помощь. Не оставайтесь в стороне, поддержите приют для животных в вашем городе. Возможно, тогда фоточек с милыми животными станет еще больше. Это все, чем мы хотели поделиться с вами на этой неделе. А что произошло в вашей жизни за последние 7 дней? Расскажите в комментах. С вами был Павел Андреев. Сделаем Россию горизонтальной!